Ты окна закрывала? Что? Если я говорю, до наступления темноты окна и двери закрывать, они должны быть закрыты, дура! Если до темноты. У нас 6 кровотечений, из них минимум 4 завтра Ты утром же это будут не мертвецкой. серьезно! Это твоя смена! Ну, это просто шутка! Куда ты пошла? Че мне там нагадала, а? Ты мне сейчас за свое колдовство ответишь, поняла? Брат, жібере салшы андағыз. Сен кімсің? Біржан Рамжанов, следователь полиции Каратаса. Простите, а как проехать до роддома? По этой трассе или лучше свернуть?
Кто-то технически виноват в смерти роженицы? 4 пострадавших было, да? Может быть, отравление. Результаты анализов и вскрытий не выявили никаких нарушений. Воздух и вода в больнице в пределах нормы, питание тоже. А кто дежурил? Ахас, новенькая медсестра. Понятно, понятно. Можно внести списки лекарств для роженицы, да? И чеки на все расходы, которые вы покупали за эту неделю. Списки, чеки, лекарства, расходы. Что-то не похоже на то, как наши следаки работают. А я из города. Вчера перевели. Часто такое происходит? А что это такое висит? Это волчий клык. У нас старшая медсестра суеверная считает, что это защищает от злых духов. Волчий. Откройте это помещение. К сожалению, только теперь завтра утром, потому что ключи у завхоза, у него смена закончилась, он уже ушел. А, да? Видишь? Видишь? Тут чище, чем в столичных больницах. Значит, ты контролируешь все. Ну, типа да. Вот от Оксфорда. Судя по тому, заполнен наполовину, ты летал недавно, да? А Оксфорд плохих специалистов не зовут на повышение квалификации. Значит, ты хорош. Ну, допустим. А что такой специалист в Каратасе делает? А ты? А меня перевели. А меня тоже. Лучше быть первым на деревне, чем вторым в Риме. Да ты авторитет же, чего ты? Давай, доставай. Ну, пойдем. Пуаро. Ну вот, пожалуйста, все интересующие вас документы, чеки, расходники, прочее. Ну, да, выглядит непрезентабельно, понимаю, это плаценты, фрагменты абортированных плодов. Просто бюджеты пилят на самом верху, приходится выкручиваться как можем. Без меня этот роддом совсем бы загнулся. Ну, видите? Инструменты обеззараживаем по старинке, кипячением. Нормально придумано. Кстати, Биржан. Да ладно, я тоже Биржан, тезки. Ну все, работайте. Братан, А? можешь не выключать свет? Не люблю темноту. В Каратасе никто не любит темноты. Майне. Майне дедім ғой? Майна, Вира деген, блядь, настройки, что ли? Просто айтсайшы, налево, направо деп. Қой налево, направо деймін. Сәл жоғырычна. Вот так нормально? Сәл, чуть-чуть. Болды, Вот мынау так? жапсыршы. Начальник у себя? А ты кто такой? Я? Биржан Рамжанов. Следователь с города. 2 дня уже у вас? Да? А я думал, ты сисадмин. Я думал, потерпевший.
Так, у себя или нет? У себя, у себя. Там пытает кого-то. Что случилось? Алмалақтардың ғой маған қазған. Сен лақтырдың ба? Кім? Көрдің ба? Никто в тебя ничего не кидал. Иди, иди. Ассаламу алейкум. О, саламчик. Танысып қойыңдар. Ваш новый коллега, следак из города. Ну что, давай проверим твою профпригодность, квалификацию, так сказать. Вот, наркота поймали. Возможно, он еще и барыга. Че скажешь? Че можно с ним сделать? А? А у него был телефон? Есть? Есть. Можно? На. Он не барыга. Даже не наркот. Как это? Да, судя по его дешевой обуви, видно, что он не наркот. Даже если он что-то принимал, то только соль. А соль чаще всего принимают с экрана телефона. А тут у него все чисто, нет никаких характерных следов. Нет, конечно, ты можешь довести до суда, но из него ничего не вытащишь. Даже если доведешь до экспертизы, то за употребление же не сажают. И жіберіңдерші мынаны. Объяснительный жазып алыңдар, что претензий не имею. Пусть нахер идет отсюда. Молодец, молодец. Квалифицированный специалист. А у нас тут еще один персонаж есть. Ща, подожди. Че, давай усложним задачу. За что мы ее задержали? В клубе Дорека задержали? Базара нет. Как догадался? Да, я ее уже видел там. Гадалка? Гадалка. Как понял? Да. У нее на лбу следы от рун. Ритуальные знаки. Руки покажи. Воск. Свечи тоже атрибут гадалок. А что она сделала? Да код из карточек угадывает. Вот этот CVV-код есть же? А как ты это делаешь? Свыше приходит. Тогда делаем так. Вот моя карта. Если угадаешь код, то ты гадалки, и мы тебя отпускаем. А если нет, то оформляем за мошенничество. Руку может?
429? Нет, не угадала. 429 – это не код от карточки. Да. Подожди. Тебя что-то страшное ждет. Ага. Базара нет, башка, наверное, у тебя варят. Но с оружием ты вообще обращаться не умеешь. Дай сюда. Нужно нежнее, как с моей пиписькой. На. Бержан, ты вон то дело, в больнице, с роженицей. Закрой его нахер. Ну там же одна роженица умерла и 4 пострадавших. Да знаю я. Там просто начальник больницы. Очень уважаемый человек. Очень. И мы все его очень сильно уважаем. Понял меня? Там одна роженица умерла и 4 пострадавших. И это все произошло как-то странно. Бержан, я тебе говорю, закрой дело. Я помогу тебе с переводом. Возможно, даже повышение получишь. Закрой. Знаешь что? Я вот на тебя смотрю. Ты все время мне какое-то животное напоминаешь. Даже? И сейчас я понял. Ты капец на суриката похож. Натуре сурикат, да? Папа, меня перевели сюда в Каратас. Пока временное жилье дали. Могу не только кресло и оставшуюся мебель привезти. Все равно не помещается. Не перевели, а понизили. Да просто перевели. Не, сынок, понизили. Ты как есть говори. За то, что ты д***ел. Ладно. Если что, мы рядом живем, приходи. А сына куда отдашь? Здесь спецучреждений нету для таких. Для каких таких? Ну, таких, как он. Я передумал, заберу кресло. Ты же в хибаре живешь. Где он там стоять будет? Онда өзімен алып кетем. До конца жүретін. Алып кетем. Жаль. А дрова пошло. Нормально. Терять? Че, ты отвез кресло своему отцу? Нет,
Блин, времени не было. А ты ректор на станке одел? Да. Да. Ну и дыра. Лучше бы ты уволился, чем такой перевод. Ашин, ешь давай. Сыну здесь нельзя. Ему нужны специальные репетиторы. Мы не можем в этой дыре оставаться. Нам надо обратно. Ты же говорил, ненадолго тут. Мы здесь как бы 2 дня, а над ним уже издеваются. Зачем ты положил мясо? Невыносимый запах. Дай большую ложку. Иди, возьми в коробке сам. Не кривляйся, а. Чего ты молчишь? Я же знаю, тебе сделали предложение на работе. Закрой дело в больнице и все. Откуда ты узнала? Слухи о Каратасе между женами ментов распространяются быстро. Не кривляйся. Чего ты не ешь? А это не его тарелка. Да? Вот же он привык к другому цвету. Так ты закроешь дело в больнице или нет? Закроешь? Да закрою я. Закрою. Зачем зеркала убрали? А, зеркала? Ну, женщины, они же суеверные, а после родов еще и впечатлительные, поэтому кто-то боится темноты, кто-то зеркал. Понял. Я тут проверил чеки вашей медсестры и кое-что понял. Она тратит 800 тысяч, а получает 150 тысяч. У нее есть какой-то папик в больнице, который позволяет все бабки больницы тратить со своей карты. Она регулярно получала, там, покупала полоску и прекратила 3 месяца назад. Значит, она беременна на 3-м месяце. Еще она плохая медсестра, потому что она вколола глюкозу на 100 миллиграмм больше, чем было положено. Ну, глюкоза на 100 миллиграмм больше – это не смертельно. Да, но надо же кого-то сделать крайним. Ну, скажем так, медсестра, она не самая хорошая и… У меня просто начальник заставил. Попросил занять это дело, понимаешь? Я делаю все, что могу. А там просто заставили меня. Так вот приезжаешь сюда поднимать роддом. Потом мне говорят, братан, бюджет будет в половину меньше. И ты соглашаешься. Надо же поднимать роддом. Потом мне говорят, братан, у тебя будут работать мои родственники. И ты соглашаешься, потому что надо же поднимать роддом. Потом мне говорят, братан, у тебя в больнице будут умирать люди, ты будешь при этом молчать. И ты соглашаешься, потому что кто-то же из них останется. И все, кто ко мне приходил, все говорили, братан, меня просто заставили, братан, меня просто заставили, братан, меня просто заставили. Знаешь, что я подумал, ты хоть один нормально появился. А ты такой же, братан.
Он меня уволил, да? Да. Нет, вы честно скажите, он же меня уволил, да? Так, Харандас, разбирайтесь сами. Мына жерде шаруан жоқ. Вы вообще не стюардсың ба ішінде? Вот возьмите это. Что это? В этой больнице происходит что-то очень страшное. Что-то непонятное. А что конкретно? При встрече. Я вам напишу. Код 112. 25-й километр. Каратас. Как приняли? Как приняли? Код 112. Какой код? 112. Какой там километр? 25-й. Сурикат! Делаешь так-то. Ты сейчас разворачиваешься и спокойно едешь домой. К жене и ребенку. Как принял? Нет, тут реально разорванное тело. Я пока дождусь экспертов с их района. Долбич! Придурок! Я тебя кончу! Я тебя сюда меня слушай. Реально просто встаешь и идешь нахрен оттуда! Нахрен, понял?
Это не наш район! Это... слушай, это не наш район. Это не наши проблемы. Сейчас ты там останешься, бля. Я буду этой херней заниматься. Понял, да? Это мои будут проблемы, это мне нахрен не нужно. Сурикат, сейчас спокойно. Идешь домой. К жене и ребенку. Понял? Или у тебя завтра не будет этого дома. Да, как принял? Да, принял. Еду домой. Она догадалась. Я объяснительную там оставил. Иди. И к нам не попадайся. Темный. 25 даже. Чушь. Привет. Че не істеушісің мұнда? Бірдеме көрдің бе мұнда? Ей! Мен полицейскиймін. Че, маман қайда? Папан. Ей. Бірдеме көрдің бе мұнда? Кім? Ей. Ей. Ей, қыз. Ей! 112! Где наряд? Я машину угнала, потом сам вернешь. Аркан из верблюжьей шерсти. Она не сможет через него пройти. Не выходи из него. Хорошо. Не смотри на нее. Все, не смотри на нее. Хорошо. Что вообще происходит тут?
как ты поняла, что я здесь, а? И вот эта цифра, как ты угадала? 429, сука. Слушай, мне на тебя вообще плевать. Меня просто заставляют. Кто? А Пашка, она меня с детства воспитывала. 100 лет мне не снилось, теперь она постоянно приходит. Ты ей зачем-то нужен, что-то проснулось в Каратасе, что-то страшное произошло. Она говорила мне, что в мире есть чудовища. Они есть в каждом из нас. И иногда они выходят наружу. Я буду писать слово на лопатке, ты должен ему следовать. Зачем? Чтобы спастись, ты должен следовать слову на лопатке. Я буду писать слово, ты должен следовать. Слушай, чувак, вали из Каратаса. Это страшное место. Не влезай в эти дела, ладно? Каратас — это тьма. Просто вали отсюда. Прием. Это следователь Баржан Рамжанов. Дело по роддому Каратаса не закрыто. Да, появились кое-какие обстоятельства. Да, просто... Да, не закрыто.